Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла первое место на чемпионате мира в дисциплине Big Air. Заключительный этап совместного мирового первенства по фристайлу и сноуборду проходит в американском Аспене. Второе место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова, третьей стала китаянка Гу Айлинь. Отметим, что чемпионат мира по Big Air проводился второй раз в истории. Для россиянок это золото стало первым в этой дисциплине. Футболисты испанского «Реала» на своем поле со счетом 3-1 выиграли у итальянской «Аталанты» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышли в следующий раунд турнира. В составе победителей взятия ворот провели Карим Бензема, Серхио Рамос и Марко Асенсио. Единственный мяч гостей забил Луис Муриэль. Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте матча, однако результативными действиями не отметился. Напомним, первая встреча данного кубкового противостояния, которая прошла в Италии, также завершилась победой сливочных со счетом 1-0. Соперник «Реала» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 19 марта. Путевку в 1/4 финала турнира завоевал и английский Манчестер Сити. В параллельной игре, которая прошла в Будапеште, горожане со счетом 2-0 обыграли немецкую Боруссию из Мюнхен-Гладбаха. Авторами забитых мячей стали Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган. В этой встрече английский клуб преодолел рубеж 100 забитых мячей в текущем сезоне. Добавим, что он достигает этой отметки 8-й сезон подряд. Первая встреча, состоявшаяся также в Будапеште из-за ограничений на въезд в Германию, завершилась победой Сити с аналогичным счетом. Соперник подопечных Хосепе Гвардиолы станет известен также 19 марта. Заброшенная шайба и голевая передача Евгения Малкина помогли Питтсбургу выиграть у Бостона в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе пингвинов помимо россиянина отличились Эван Родригес, Сидни Кросби и Джейк Гюнцель. У гостей гол забил Мэтт Гжельцик. Благодаря результативным действиям в этой встрече Малкин набрал 1100 очков в рамках регулярок. В текущем сезоне на его счету 8 шайб и 16 ассистов. Его Питтсбург занимает третье место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков. Бостон идет четвертым, имея в активе 32 пункта. В следующем матче команды вновь сыграют с друг другом. Встреча пройдет также на арене Питтсбурга. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над финном Эмилем Русувори в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Дубае. Встреча завершилась со счетом 6-4, 6-4. В следующем матче россиянин, посеянный на турнире под вторым номером, сыграет с американцем Тейлором Фритцем, который в своем матче обыграл грузина Николоза Басиашвили. В данный момент 23-летний Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP. В его активе 8 титулов под эгидой данной организации. Ну а лучшим результатом россиянина на стартах серии «Большого шлема» является выход в четвертьфинал. Итоги турнира в Дубае будут подведены 20 марта. Ну и в завершение якутские футболисты готовятся принять участие в Дальневосточной юношеской лиге среди игроков 2006 года рождения. Новый турнир под эгидой Российского футбольного союза планируется начать 30 мая. Участие в нем примут 10 команд из Владивостока, Благовещенска, Уссурийска, Хабаровска, Южно-Сахалинска и других городов округа. Якутию на этих соревнованиях представит сборная Республиканской специализированной спортивной школы по футболу под руководством тренера Прокопия Федорова. Выявление победителей и призеров будет проводиться в формате лиги с домашними и выездными матчами. Ожидается, что в первом туре якутские футболисты на стадионе Туймада примут соперников из Белогорска. Встреча пройдет 30 мая. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!